Ступинская высота – символ несгибаемой воли и героизма защитников Великолукской земли. Поэтому не случайно, что ежегодная встреча ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и малолетних узников начинается именно здесь. Почтить память павших и выразить благодарность ветеранам приехали представители городской администрации, предприятий и организаций, депутаты. Как всегда, первая остановка на Ступинской высоте. Здесь установлен мемориал в память о воинах 28-й Невельской краснознаменной дивизии, сражавшихся с врагом на подступах к городу Великие Луки в декабре 1942 года. Возле мемориального комплекса состоялся торжественный митинг, открыл который первый заместитель главы города Сергей Гусев. Для нас, потомков того героического поколения, День Победы навсегда останется символом несгибаемой воли и величайшего патриотизма народа-победителя. Наш народ, прошедший тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, сумел не только выстоять в кровавой схватке, но и возродить страну из руин и пепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вечная слава героям, которые всегда будут для нас примером стойкости, силы духа и беззаветной любви к Родине. Глава администрации города Виктор Каменский в своем выступлении отметил, что вот из таких героических эпизодов, как бои на Ступинской высоте, и складывается одна большая победа нашего народа в борьбе с фашизмом. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем свято чтить мужество и стойкость героического поколения, защитившего нашу Родину от фашистских захватчиков. Мы будем помнить тех, кто противостоял нацизму, кто принес мир народам Европы, и никому не позволим переписать историю. Память всех погибших в этой кровопролитной войне почтили минуты молчания и прозвучали залпы воинского салюта. А затем участники митинга возложили к мемориалу цветы и тронулись в дальнейший путь. На живописной поляне их уже ждала полевая кухня стилизованная фронтовая гидбригада. Сразу видно, что ветеранов здесь ждали, как самых дорогих гостей. Это большое событие и большое внимание для наших великолучан, потому что здесь мы расслабляемся, мы встречаемся, мы общаемся. Это самое прекрасное время, что это перед Днем Победы. И особенно сейчас, когда осталось очень мало участников Великой Отечественной войны, Трудового фронта, для них это очень значимо. Ветераны танцевали под аккомпанемент городского духового оркестра. Солисты городского дома культуры имени Ленина исполняли песни военных лет, а импровизированной сценой, как и в далекие фронтовые годы, им служил кузов от грузовика. После концерта ветеранам от администрации города вручили подарки и пригласили всех в палатку, где их уже ждали накрытые столы. Поклон, дорогие наши ветераны! Живите долго и счастливо! Пусть всегда будет мирным наше небо!